Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Не опять, а снова. Или почему мы никак не дождемся выступления Макгрегора? Реабилитолог года. Удастся ли Турсунгали Едилову и его команде вернуть былую силу казахстанскому боксу? Когда Сметов перейдет в ММА? А также какие громкие турниры пройдут в этот уикенд? Обсудим с вами эти и другие темы прямо сейчас. Всем привет! С вами Алена, и вы смотрите Найзадай Ньюс. Казахстанская федерация бокса сообщила об увольнении тренерского штаба национальной сборной. В чем истинная причина недостигнутых целей на играх в Париже? Точный ответ, думаю, мы никогда не узнаем. Но зато знаем, к каким реформам это привело. Предыдущий тренерский состав во главе Мырзагали Айджанова ушел подумать над хорошим поведением в бессрочный отпуск. А на их место сформирован новый тренерский штаб, состав которого обещают скоро осветить. А заслуженный тренер Казахстана по боксу Турсунгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса. Судя по комментариям в соцсетях, казахстанцы считают, что у нас траблики не только в боксе, а в спорте в целом. Мол, Узбекистан нас обогнал не только в боксе. Делитесь мыслями в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Не спешите отключать режим Хатико, дорогие ММА-ловеры. До конца года мы так и не дождемся выступления Конора Макгрегора. Об этом сообщил никто иной, как сам президент лиги UFC Дана Уайт. Конор же хочет качнуть в конце декабря. Говорит, хочу завершить год победным турниром. Но, как мы заметили, его желания мало совпадают с реальностью. Что вы обо всем этом думаете? Когда же мы все-таки насладимся боем ирландца? А я, в свою очередь, напоминаю, что спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Горячий махач намечается 28 сентября в Алматы-Арена. Жангош Тураров проведет сразу две защиты титулов чемпиона мира IBO World и WBA World Gold. Помимо него сверкнут перчатками Эмиль Новрузов, Адильжан Адус-Сандибеков и барабанная дробь Данияр Елюсинов. Не знаю, как вы, а я свои лыжи уже навострила. Помчусь за своей порцией спортивных эмоций, спонсором которого является 1xBet. Ельдос Сметов переходит в ММА. Думаю, любой любитель смешанных единоборств будет счастлив увидеть такие заголовки в СМИ. Но сердечко Сметова принадлежит дзюдо. Для меня дзюдо – это жизнь, и на другие предложения я отвечаю «нет» без колебаний. Я даже не думаю об этом, заявил Сметов на вопрос о переходе в ММА. Кстати, чемпион заставил нас изрядно понервничать, когда обмолвился о завершении карьеры. Короче, это все было на эмоциях, и слава богу, и мы еще и увидим Сметова в деле. Ходил слушок, что бывший претендент на титул UFC в среднем весе Иоэль Ромеро намерен перейти в ATA. Еще сутки назад в некоторых СМИ говорилось, что кубинский ветеран черкнул таки пером по контракту с ACA, и мы даже увидим его дебютный бой в январе 25-го. Однако, завязываем глажные шнурки, ребята. Все это оказалось неправдой. По крайней мере, именно так боец отреагировал о переходе в ATA в своих соцсетях. Так и написал: неправда. В любом случае, будем держать вас в курсе. 302 миллиона рублей. Именно такую сумму, по данным телеграм-канала Шот, выплатил Хабиб Нурмагомедов за долги перед налоговой. Но сам боец пока никак это не комментировал. 20 человек. Именно стольких наградил президент страны Касым-Жомарт Токаев орденами Барыс 1, 2, 3 степени, Курмет и Парасат. Красоваться ордена будут на груди у наших медалистов, прошедших Олимпийских игр в Париже, а также их тренеров. Больше всего в этой ситуации умиляет, конечно же, комментарии пользователей. А теперь коротко пройдемся по анонсам турниров в эти выходные. В ночь с субботы на воскресенье в Австралии состоится турнир UFC 305. В главном бою вечера Дрикус Дюплесси проведет первую защиту пояса среднего веса против Израиля Адесани. Что примечательно, Адесани ни разу не проигрывал в статусе претендента на титул. А что вы обо всем этом думаете? Кай Кара-Франц возвращается после годичного простоя. В соглавном событии вечера его соперником станет экс-претендент на титул наилегчайшего веса Стив Эрцег.
Дэн Хукер, у которого, судя по комментариям в Инстаграм, кризис среднего возраста, сразится с Матеушем Гамротом. Днем 18 августа в Пакистане пройдет турнир Brave Combat Federation 85. В главном бою вечера экс-чемпион Алаш Прайд Рауан Шамырбек-Булат сразится с Омаром Соломоновым из Украины. Непобежденный Баглан Жаканша разделит клетку с местным бойцом Исмаилом Ханом, а Руслан Серикпулов подерется с Мурадом Гусейновым из Бахрейна. На канале Найза ТВ стартовало уникальное шоу Найза Кэмп Реалити для ребят с нулевым рекордом ММА. Без опыта профессиональных боев, но с большим желанием проявить себя. Это первое реалити-шоу без мата и грязи, но с яркими эмоциями, взлетами, разочарованиями, победами и даже слезами. Если вы еще не посмотрели выпуск, это можно исправить. Оставлю вам ссылочку. На этом у меня все. Желаю приятного просмотра предстоящих турниров и ярких спортивных эмоций, спонсором которых является 1xBet.